Пустые бутылки, старая одежда, строительный мусор и даже сломанная мебель. Такая нелицеприятная картина встречает при въезде в Альтиево. Этот беспредел, как объясняют местные жители, продолжается на протяжении нескольких месяцев, с тех пор, как на этом участке установили общие контейнеры для сбора мусора. Тахас хоз яш каш отя жёше гёчш хоз зонтик де хамма де дицу молавали даса долцын ну тогуна дахш болш нех дахчан штормеш там бахчара тик авот бит орби ко хадя каш хаж чход душан ар хату хош ба нахби цнах аутеш сахаллади да ух. Этот запылившийся контейнер раньше стоял в каждом дворе жителей улицы, рассказывает Батыр Мальсагов. Тогда и проблем никаких не было. 2 раза в неделю региональный оператор вывозил мусор, и экологическая ситуация в районе была благополучная. Сейчас же в общие контейнеры выбрасывают мусор все, кому не лень, в том числе и проезжающие из соседних селений водители. 2-3 машин подъезжают, загружаются тогда ночью, даже ночью и то, и то. Загружается, потом делаем. А вот недавно, дня 4, сожгли все. А это все же отражается там, ничего, весь сюда, ничего не оставили уж. А здесь, которые живут, ну здесь мусором, с таким грузом мусором у них нету ничего. В малых ведрах, что они набрали за сутки. В администрации объясняют, проблема кроется не в установленных на трассе мусорных контейнерах, а в работе регионального оператора, который не справляется со своей задачей. Этих ящиков тут ставили мусор, но убирали мы, ставили. Это неправда, что раньше тут мусор не стоял. Потом мы экосистемой договорились, что они, если поставить контейнера, что этот мусор будет вывозиться. Мы поставили контейнера, как вы видите, баки европейские. Экосистема не успевает вывозить этот мусор, потому что они мотивируют тем, что у нас машин не хватает, людей не хватает. В субботу, воскресенье у них не получается это вывозить. Если бы у них получалось бы это вывозить мусор, тут проблем никаких не было. Чтобы детально разобраться в сложившейся ситуации, представители Минприроды Ингушетии на месте проверяют документы по установке контейнеров. Одно из нарушений, которое выявляют сразу – не прописан график вывоза мусора на этом участке, за что применят санкции в отношении регионального оператора. И администрация, и экосистема должны пересмотреть график вывоза мусора. Если они так быстро накапливаются, если они наполняются, если они переваливаются мусор, они должны пересмотреть. Если они в день вывозят 1 раз мусор, они должны вывозить 3 раза или 4 раза. Они должны пересмотреть. Мусор не должен накапливаться. Мы, в свою очередь, административную ответственность привлечем, я думаю, экосистему по самым строгим правилам. К слову, подобная ситуация сложилась не только в Альтиево, но и в других населенных пунктах. Несвоевременный вывоз мусора – наболевший вопрос и для жителей 18-этажек на Сыркорте. От того, что они своевременно не вывозят мусор, кто-то поджег мусор. Это систематически, почти каждый день сжигается этот мусор. Если бы экосистема своевременно вывозила бы мусор, такой картины здесь не было бы. Они сделали площадку, где надо огородить место, поставить контейнера. Но так у них не получается. В отношении регионального оператора проводится ряд судебных процессов. Рассматривается вопрос о расторжении соглашения. Следующий шаг, по словам представителей Минприроды, выбор 3 новых региональных операторов, которые будут работать в отдельных зонах. Тогда проблема с несвоевременным вывозом мусора будет закрыта. Амина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24.